Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, о чем он хочет вам сказать прямо сейчас, в эту самую минуту. Его слова для вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите его по имени, обратитесь мысленно либо вслух к нему и задайте свой вопрос. Так спросите, о чем ты хочешь мне сказать прямо сейчас, в эту самую минуту. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Он злится на вас. Он на вас злится. Ключ. Вы от него ключ спрятали. Может быть, вы правда его ключ забрали. Либо замки сменили, либо, может быть, заблокировали. Он злится на вас. И такой, как же так, как она могла? Да что ж такое? Да разве я такого заслужил? Да она меня не так поняла, зачем ключ забрала? Да, вот видите, вот он ключ, и он в ваших руках. А тут закрытая дверь, и вот он такой бедненький стучится, а ключа-то нет, а зайти-то он не может, да? Ну вот либо заблокировали, либо ключ у него забрали. Может, и опять же эти замки сменили. Злится девочки, его прям разрывает. Эмоций много. Еще здесь показано, как до него что-то дошло, либо он что-то начал понимать, что не совсем ему нравится, а вас что-то начал понимать. Злится. Сейчас я еще, наверное, возьму лучше карту. Потому что странно, много эмоций, и это вот прям какая-то злость идет, негодование, как недоволен он очень сильно. А вы ключ забрали, вы сами видите, да? Так, что ты понял? Что тебе так не нравится? Что ты понял? Что-то про вас, скорее всего, понял. А может быть, и про вас, и про себя. Что понял? Что ты понял? Что теряет вас, что ли, понял? Да. Он понял, что он вас теряет. И также он понял, что потерять он вас не может, потому что вы его семья, потому что вы его дом, вы его счастье, вы его любовь. Как теряете, как уплываете, вы на корабль сели и уплываете, как с другими людьми начали общаться, либо ухаживание других мужчин стали принимать. О боже, судьба рушится у мужчины. Ну все понятно. Что ты понял? Да, покажи нам, что ты понял. Что ты глупенький был, что не туда смотрел, что счастья своего не видел, что с какими-то женщинами путался. Может быть, он у вас гулящий, либо погуливал, либо с какими-то женщинами путался. Не туда смотрел. Он говорит, я глупый был, я не туда смотрел, меня соблазнили, я искусился, я ошибку допустил. О, еще и в башню попал. О, боже. Ну, так. Он понял, что он вас теряет, девочки. Но в момент, когда он начал вас терять, он понял, что вы для него самое важное, да, что вы его семья, что вы его счастье. Вот уезжаете вы от него, бросаете. Да, скорее всего, вы его заблокировали. Ну, либо перестали с ним общаться. Вот и все. И тут стало подгорать, да, гореленьким запахло. Смотрите, как вы его задели. Прям за живое задели. Понял, что он вас теряет. Но терять он вас не может, потому что вы его счастье, вы его любовь. Жизнь стала вот какой-то неинтересной, скучной, пресной. Как будто бы все краски разом из жизни забрали. Вот как черно-белое кино, да, перед глазами. И вот какая-то вина, его вина, которая на него очень сильно давит. Ну, может быть, он изменил. Может быть, он во все тяжкие ушел. Может, и не изменял, да, может, он просто тут завеялся, загулял.
А вы такая, ну все, с меня хватит, вот этого терпеть не буду. И раз его и заблокировали, и ключи поменяли, да, замки поменяли, ключи забрали. И теперь ему, бедняжки, никак до вас не достучаться. Закрылись вы от него. И еще как с собой начали заниматься, либо с кем-то другим стали общаться. Ему сейчас так плохо, вот страх, испуг, злость, агрессия, и все это в одном флаконе. Все прям, знаете, бурлит, бушует. Сам на себя даже злится, что вот по-глупому, да, вот потерял любовь в своей жизни, потерял такую шикарную женщину, как вы. Здесь какая-то другая женщина ему на самом деле глаза открыла на суть происходящего. Может, действительно на какую-то женщину вот стал засматриваться, а она ему такая: ага, деньги давай, да, а потом любовь будет. И он такой: как это? Как это может быть, да? Что за деньги? Нет, я так не хочу. Моя вот любимая женщина такого себе не позволяла, да? Вот как-то так. Вот через другую женщину ему глаза на вас открылись. И вот когда глаза открылись, получается, что вы его уже не пускаете. Может быть, вы бегать за ним перестали, да? Ждать его перестали. Может, действительно вот с собой занялись, своей жизнью занялись. Здесь явно мужчина прям чувствует любовь к вам и очень сильную связь. И когда эта связь с помехами, вот через закрытую дверь, он прям боль чувствует из-за этого. Боль и страх. Он себя чувствует маленьким, покинутым, никому не нужным. Как сам себе проиграл. Вот мне идет почему-то так, сам себе проиграл. То есть он, наверное, считал, что я такой, манипулятор, крутой мужик, что хочу, то и верчу, да, а нет, вы ему хвост прижали, вы его жестко на место поставили. То есть вы не кукла, вами играть нельзя. И каким бы он ни был крутым кукловодом, либо там интриганом, может быть, этим манипулятором, да, вы этого терпеть не будете. И вы ему это четко, вот прям не то чтобы даже сказали, вы это показали ему. И да, стало болеть, стало страшно. Да, сам себе проиграл. Вот, сам себе проиграл. И причем проиграл свое счастье, проиграл свою любовь, проиграл свое будущее. Знаете, девочки, вот здесь показаны его намерения. Вот, буквально, да, сносить все стены, все преграды на пути к вам. То есть, для него это как вопрос жизни и смерти. Либо он вас навсегда потеряет, да, и сам погибнет, либо он, лбом, да, будет стены пробивать и вас возвращать. Потому что без вас куда? Кому он нужен? Кому он нужен? Как жить без любви? Как жить без сердца? Вот, начало болеть ему. Какой интересный. Почему-то он еще рассчитывает на какое-то ваше понимание, что вот знаете, как крутится, ты должна понять. Что вы должны понять? Что вы должны понять? Ну-ка, он вам как транслирует, знаете, вот эмпатическим путем, что вы что-то должны понять. Вы сами видите, какая отсыпка. Здесь сплошные разорванные линии и острые линии. Боль, страх, сомнения, переживания. Сейчас я хочу уточнить, что вы должны понять, что он хочет, чтобы вы понимали, что он вам предан, что он все понял, что он верный друг, там, надежный мужик, что теперь все, я нагулялся, с меня хватит, теперь я буду крайне преданным тебе. Что вы должны понять? Что вы счастье свое теряете? Нужно ли вам это счастье с этим мужчиной? Ты должна понять, что ты теряешь настоящего друга, преданного мужчину, да, который будет тебя любить. Он ли ваше счастье? Он ваша любовь, я вижу. Мечтаете вы о нем. Но вы его любите, девочки. Вот тот, кого вы загадали, у вас к нему сильные чувства. У кого-то прям отыграется, что любовь, и вы прям думаете о нем очень часто. Вам хочется с ним стабильных отношений. Тех отношений, которые он вам не давал. Ну-ка. Тучи. Как соперница мне идет. Соперница и какой-то разгульный образ жизни. Да? Вот человек ходил окольными путями, что угодно готов был делать, но только лишь несерьезные отношения вам давать. Постоянно как обман какой-то с его стороны. Тучи были. Характер у него такой. Он говорит, я не домашний, я не семейный, я не создан, либо думал, что не создан для семьи. Да, он отметал эти семейные ценности, общий дом, боялся кольца, боялся потерять свою свободу. Считал, что это не его, не для него. Ну-ка, что сейчас?
Ну, открылось. Открылось, что он прям сам себе навредил, что любовь свою теряет, вас теряет. Вот она, женщина его жизни. Вот ему открылось буквально, возможно, сегодня, может быть, вчера, что он сам себе, вот как я говорила, проиграл, да, сам себя подкосил этой косой. Что сердце теперь болит, потому что вас он только любил. Вот как бы только вы для него любимая женщина. Дуракам закон не писан, да, девочки? Когда вы были открыты, когда вы терпели, ждали, надеялись, он вел себя, ну, по-хамски, извините, да, вот вседозволенность была. Безнаказанность, вседозволенность, какой-то прям, знаете, стёб шел с его стороны. Типа он вот себя нес как золотце, как цацу. Вот, когда ему через какую-то другую женщину открылось, что, ну вот, не нужен он никому, либо только за деньги, да, вот, и вы закрылись от него. Теперь он сам себе проиграл, пытается вас вернуть. Сейчас он в очень таких эмоциях перебывает, вот как я сказала, да, вот негативит, злится, истерит, очень сильно переживает. Голова еще у него очень сильно болит. Головные боли, вот как острая боль мне идет. Но при этом я вижу его намерение, да, вот пробивать стены, разрушать стены между вами, вот лишь бы вас не отпустить. Потому что на кону, вот как я сказала, вопрос жизни и смерти. Жизнь без вас ему не нужна. Ему нужна только жизнь с вами. То есть когда вы окончательно от него закроетесь, либо вы его назад не примете, да, то есть смысл в жизни у него будет потерян. Жить без любви и без счастья он не хочет, потому что он знает, как это, когда тебя любят, когда о тебе заботятся, когда тебя, ну, на ручках носят, да, он хочет обратно в такое состояние. Но здесь вот четко показана перемена того, что он тоже любовь к вам почувствовал. Да, в момент, когда он вас теряет, он начинает чувствовать к вам любовь. Либо именно через вот такой стресс любовь ему и открывается. Ну что, девочки, будет вас добиваться, ждите его буквально, может быть, сегодня, может быть, завтра, да. Вот прям будет измором вас брать и будет вас добиваться, пока вы ему опять этот ключик не дадите. Как никуда вы от него не денетесь. Это не тот мужчина, который отстанет, да. Это не перчатка, с руки не снимешь. Он достаточно плотно к вам привязался. Я бы даже сказала, как у вас прорастание друг друга произошло. Но вы ведь сами чувствуете, что он вам нужен. Как бы сильно вы на него не обижались, вы все равно чувствуете, что он вам нужен. Этот мужчина вас еще удивит не раз, кстати. Вот как он умеет любить, как он умеет меняться, как он умеет быть другим. Возможно, вашим отношениям и нужно было пройти это испытание, даже больше не вам, а ему, да, чтобы любовь ему открылась, чтобы он наконец-таки осознал, что любит именно вас, и именно с вами он хочет серьезных отношений, чтобы не боялся создавать семью, жить одной семьей, да, одним домом, чтобы ушли эти страхи. Нам карты показали, что он этого очень боялся, чтобы характер у него менялся, чтобы он стал нормальным, достойным мужчиной. Ждите его, девочки. Тут показано, что он появится. Он просто появится, он прибежит и будет биться в вашу дверь, пока вы его не выслушаете, не впустите. Нет, это не точка, и это даже не троеточие, это просто запятая, да, понимаете, и мы дальше продолжаем. По крайней мере, мужчина все для этого сделает, чтобы вас вернуть. Но это здесь четко он показал. Сейчас он в буре эмоций, но буквально уже сейчас он планирует вас добиваться, вас возвращать. И он будет это делать прям 100%. Косьми будет ложиться и вас будет возвращать. Вот тогда вы, девочки, ему и отомстите, да, либо тогда вы отыграетесь. Ну, я вообще вас вместе вижу на самом деле. Пройдя через это испытание, ваши чувства, они укрепятся, и отношения ваши станут более прочными и пойдут в правильном русле, а не так вот шалтай-болтай, как было до этого. Так что, мои хорошие, сказать он хочет, что он вас не отпускает. И не отпустит никогда. И что бы вы ни делали, он будет вашей тенью. Он будет этим подюбочником, да? Прицепится к вашей юбке и никогда от вас не отстанет. Это он хочет вам сказать. И как бы сильно вы от него там не прятались, не закрывались, он все равно вас и найдет, и будет добиваться, и будет возвращать. Это вот прям четко. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.